Приветствую, друзья! С сегодняшнего дня на моем канале будет маленькая рубрика. Рубрика называется «Секреты рун старинной письменности». Что такое руны? Это язык прошлых предков, которые сейчас на данный момент присутствуют на Солнце. По той простой причине, там находятся все наши лучшие предки. Это однозначно. Вот. И в этой рубрике будем разбирать не саму письменность, а именно то, что необходимо, на мой взгляд, и то, что нужно для каждого человека в этом мире серединном для здоровья. Некоторые думают, почему это кузнец Бурдыка стал разговор только о здоровье, наверное, там обманщики и так далее. Ну, пускай думает так. Это, как говорится, их проблема. А я хочу лишь добра моим подписчикам. Сегодня очень такая болезненная тема является алкоголь. Да, из давних времен, как всегда, алкоголики были и будут и так далее. Но когда все испробовано, всякие там, я не знаю, таблетки крутые, там вакцина, не вакцина, что-нибудь от алкоголя, чтобы человек жил нормально и так далее, они дальше не работают. Сами понимаем. Смотрим, покупаем лекарства, а там одно слово, одно предложение буквально снижает температуру, а на обратной стороне бумаги побочные эффекты вот столько. То есть хотели сделать столько, а получаем столько. На любом лекарстве есть побочные эффекты. И каждое лекарство не действует, как мы хотели. И не будет действовать. По той простой причине, это совсем другая политическая задумка фармацевтии. Не будем касаться, не будем ругаться. Люди работают, люди принимают, молодцы. Выздоравливают, конечно, молодцы. Но не надо забывать про чудо. Не надо забывать про магию, которая веками шла за нами. Вот, а потом мы забыли, и вот только-только возрождаем. Так, сегодня речь пойдет, как и сказал, про алкоголь. Да, мы все знаем. К сожалению, в данный момент много алкоголиков, можно сказать так, среди женщин. Ну вот, через неделю буквально самый желанный праздник. Каждая женщина ждет дня 8 марта. Собираются люди, поздравляют, цветы, а-ля тополя. Но конец уже понятен, какой он будет. Тут уже объяснять не надо. Да, по-всякому пытались, по-всякому делали, по-всякому и так пробовали, и этому пробовали. Но человек пьет и пьет. Тут приходит магия, ребят. А от него не убежать. Силы высших миров. Конкретный приговор. Сделано, если человек желает. Сделано, и все. Буквально так. Но я, ребята, человек прямой. Вот.
Как понимаю, так и расскажу. Поймите меня правильно. Не обижайтесь, пожалуйста. Ну вот, хочу помочь людям. Просто хочу помочь всем, кто желает помочь людям. Сила высших миров, высших сил, они безграничны. Вообще безграничны. То, что материальное, это материальное. Вот. Дальше нету. Да, он доставляет... Нижний мир доставит тебе, да, удовольствие. Нижний мир доставит тебе богатство, да, здоровье и так далее. Но, если человек хочет менять свою жизнь, направление жизни, правильную, прямую, а не искосок вниз, а именно прямую, из корня вверх к солнцу, грубо так, то тут, ребята, магия рун помогает реально. Что касается алкоголя, когда человек принимает пару рюмочек для здоровья, пожалуйста, но это здоровье предел имеет, каждый человек это знает. Человек употребляет сначала потихоньку, потом употребляет, потом сам не замечает, что у него на шее садится чертик. В древности, даже сейчас, люди, одаренные от природы, смотрят, видят этого невидимого чертика. Он там сидит и все время сосет в мозгу: пей, 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 найди, пей, давай. Все что угодно. Человек уже становится рабом, действительно. Рабом нижнего мира, чертика. Он что скажет, все делает, да. Как убрать этого черта? С помощью рун. Руны — язык предков, язык солнца. Вот. Просто берете маркер на шею человека, пусть она видна, не видна, если женщина там длинные волосы, написать несколько по вашему цифр, но она, если совместить, заклятие. Чертик никогда не будет садиться на вашем шее, на плече. Никогда. Он боится как огня из этих рун. На шее вот так. Магия. После баньки и так далее. Стернется, конечно. Вторично писать. Третий, четвертый раз. Пока человек окончательно сбросил. Все. Сказал все, значит все. В чем плюс? Какие побочные эффекты? Только положительные. В частности, я про мужиков, ребята. Открываются глаза, ребята. Мозги очищаются. Никакого негатива. То, что было в прошлом, ваши предки занимались, этим ты будешь заниматься. А не за что-то, не за какие-то за зарплаты и так далее. То, что сказали предки ваши. Именно ваши. То есть человек становится здоровым, мыслит нормально. И самое главное, девчонки, для вас очень хороший не пример, а именно очень нужное. Муж только будет любить именно вас. Вот в чем интересно. Я сначала не поверил, а что такое? Что так? Думал, но потом после увиденного, после результатов, ребята удивили меня действительно. Мир меняется в лучшем. Это реально. Это реально. То есть муж, занимаясь любовью с женой, только будет любить
и получать удовольствие от жены. Вот что интересно. Только от нее. От чужих, там, я не знаю, левых, правых, уже не будет интересно ему. И тоже обратное. Если женщина на шее напишут, но есть там некоторый обряд, без этого не работает, это точно. Если женщина будет любить и получать удовольствие от своего мужа, больше ни от кого. Вот в чем заключается. Самое-самое то. И тогда, ребята, мир меняется. В доме становится тепло и светло. Дети всегда улыбаются, радуются. Никто не пьет, никто не ругается матом. Все потихоньку налаживается. Никаких проблем нету. Проблемы от чего? Ну, проблема от алкоголя исчезает. То есть долгов нету, кредита нету. Все нормализуется. Человеку открывается второе, третье, четвертое. Все чакры чистые. Думает в будущем. Твердый. Бесхребетный был. Сейчас уверенно идет прямо и вверх. Того я и вам желаю, ребята. Сейчас возникает вопрос. Как работает? Как работает? Это, ребята, волшебство. Реальное волшебство. С помощью высших сил все возможно. Вот. От чистого сердца хочу только добра. Куда обратиться, где это находится, как это делается. Ребята занимаются. Вот. Ссылочку оставлю, телефончик внизу. По WhatsApp напишите. И они свяжутся с вами. И потихонечку, какое вам именно нужно, делают и отправят. И сами убедитесь. Попробуйте хотя бы. Потом сразу заметите. Почему? По той простой причине, ребята, мы живем под небом. По земле ходим все. Вот так вот. Независимо, олигарх ты или крестьянин, независимо, какой-то компании президент или уборщица, независимо, все равны. Вот что я хотел сказать. Но рубрика только начинается. В следующий раз в эфир выйду с другим. Таких волшебных знаков и таких волшебных действий в серединном мире это реально возможно, ребята. Все вопросы. Я лишь посредник. Еще раз повторюсь. Посредник. Я не волшебник, я только учусь. Как в одном фильме говорится. Хочу лишь добра, ребята. Хватит блуждать, хватит жить по-старому. Опять. Нет. Каждый день начинается, когда человек просыпается. Человек просыпается и открывает глаза. А эти глаза открылись благодаря высшим силам. Они разрешили тебе сегодня проснуться. Вот и все. Если они не разрешат, не все, не проснешься никогда. Вот так. Грубо говоря, так, ребята. Без обид. Если кого тронул, прошу прощения. Но я хочу лишь добра. Так, на этом коротенький ролик заканчиваю. Вот. Телефончик в описании. Обращайтесь. Вот. Через некоторое время присоединяться, объяснять что да как. Но в том плане, это действительно работает или нет, или какой-нибудь обман. Не сомневайтесь. Это реально работает. Тем более, перед вашим экраном говорить про высшие силы из этих уст и что-нибудь обманывать, меня бы давно было лишили бы всего. Не жил бы, не сидел бы впереди вам. Вот так вот.
Всех благ. Спасибо за внимание.